Сразу 10 единиц техники и бригады из 20 рабочих заняты распуском специальной антиградовой сетки поверх деревьев. Работы в саду ведутся одновременно в несколько рядов, у каждого свои обязанности. Бригадир отмечает, что в умеренную погоду, как сегодня, трудиться гораздо легче. Будет довольны, мы будем довольны, довольны, зарплата дикью, бог, да, какая-то дик бог, да, условия все есть. На первый взгляд работа не пыльная, но ответственная и требует грамотного расчета. Чтобы обучить работников распуску сетки, в регион был приглашен специалист из Кабардино-Балкарии. В прошлом году сильный град уничтожил значительную часть урожая. Уже тогда было решено защитить деревья любой ценой. Мы в прошлом году на площади 103 гектара установили эту антиградовую сетку. В этом году собираемся порядка 200 гектаров установить. Сетка сама импортная. Тоже производство Италия. Мы ее закупаем по очень дорогой цене. И в этом году собираемся каким-то образом как-то защитить свой урожай. Неподалеку отсюда параллельно ведется обработка приствольной полосы. Трактор проезжает по рядам и опрыскивает деревья специальным химическим веществом – гербицидом, чтобы основание яблонь не зарастало сорняками. Водители работают с утра и до вечера на специализированной итальянской технике. Площадь какая охватывается? Ну, здесь 5,4, там у нас по клеткам разбиты. По каждой клетке 5,3 гектара каждая клетка составляет. А как часто такая процедура проводится? А в зависимости от необходимости, от того, что как начинает расти сорняк, и вот после этого начинает обрабатывать. А вот на вот этой почве сорняк сильно растет? Особенно, да, в этой области, вот в этом регионе больше всего растет часто сорняк. Еще с десяток машин на всей территории сада заняты межрядным обкосом. В будущем сад-гигант Ингушетия планирует совершенствовать процедуру выращивания, обработки и реализации яблок всех сортов и других фруктов. Михаил Тангиев, Магомед Шаухалов, Новости 24.